Сегодня 3 января, праздничные каникулы еще не закончились. Впереди нас ждет Рождество и Старый Новый год. В городе по-прежнему праздничная атмосфера. Люди в поисках подарков для родных и близких ходят по магазинам. Особый уют и тепло царят в подарочных лавках. Несмотря на то, что практически во всех магазинах раскуплены подарки, сувениры и новогодние игрушки, здесь еще много красивых вещей, которые можно выбрать для близких в новом году. По словам самих работников, в основном люди отдавали предпочтение новогодним костюмам и игрушкам. На Новый год покупали, большинство карнавальные костюмы, конечно, детские карнавальные костюмы, игрушки, в общем, все праздничное, свечи. Людей было много, мы даже не успевали, это очень хорошо. Значит, у людей есть деньги, есть возможность хорошо праздновать Новый год. Цветы, новогодние свечи, игрушки, елки. Без всего этого невозможно представить Новый год. Все это покупалось с большим удовольствием. По словам продавцов, ажиотажа будет не меньше и на Старый Новый год. Даже туристы заходили в новогодние дни в магазины и покупали подарки близким. Кстати, отдыхающих, как и каждый год, в этом году большое количество. Новоафонская пещера, водопады, Верская гора, ботанический сад, Рицинский реликтовый национальный парк. Все эти курортные места работают, как и летом. По словам министра по курортам и туризму Автандила Гардские, ежедневно на озеро Рица поднимаются несколько десятков машин. По всей стране более 3000 туристов заселились в гостиницы и отели. Среди тех, кто пересек границу, большое количество людей, которые приехали на однодневные экскурсии. В данный момент у нас 28 человек проживает в гостинице. Я общаюсь с людьми, все говорят, что очень довольны, всем понравилось. Кто-то Новый год у нас отмечал, все очень довольны. Всем понравилась наша программа, было на самом деле очень интересно. С 30 числа мы здесь отдыхаем, нам здесь очень нравится. Замечательная кухня, замечательный весь персонал. Хотим выразить огромное спасибо вообще всем. Мы уже с 10-го года отдыхаем. Приезжаем, можно сказать, практически каждый год. В Лионе, первый раз приехали, 1 января Министерство иностранных дел Абхазии отправило ноту соболезнования в МИД Турецкой Республики в связи с террористическим актом, произошедшим в ночь с 31 декабря на 1 января в районе Стамбула. По словам представителей Республики Абхазия в Турции, на сегодняшний день в числе пострадавших наших соотечественников нет. Сегодняшний день на события не богат, за исключением праздничных спектаклей, которые проходят в театрах. Солнечная погода дает возможность жителям и гостям столицы прогуливаться по красивым местам Сухума, а также сделать фото у главной елки страны. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.